Доброго вечора, шановні телеглядачі і шановні гості в студії. Ми продовжуємо знайомити вас із тіньовими схемами, які заважають розвитку економіки України і врешті-решт впливають на добробут кожного з нас. Сьогоднішній випуск програми «Бізнес і влада» присвячені темі, яка зачіпає як імпортерів і стримує приток інвестицій, як вітчизняних виробників і спотворює конкуренцію на ринку, і навіть загрожує небезпеці самих споживачів. Сьогодні обговорюємо тіньовий ринок пального. Незаконні пункти продажу розміщуються і експлуатуються без належної реєстрації землекористування, без дозволу на роботу об'єктів підвищеної небезпеки, продають пальне без касових апаратів, офіційно не працевлаштовують працівників і тим самим спотворюють конкуренцію на ринку. І сьогодні про це в студії говоримо з нашими гостями. Олександром Громийко, президентом Української асоціації виробників, членом Української ради бізнесу, Сергієм Федоренком, директором з комерційних питань ПАТ «Укргазвидобування», Олегом Зубчинок, віце-президентом Нафтогазової асоціації України, Русланом Цільвіком, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Дексторс», членом коаліції за детінізацію економіки, Владиславом Колодяжним, генеральним директором компанії GT, і Артемом Куюном, заступником директора консалтингової групи А-95, експертом з питань газового ринку. На сьогодні в Україні більше 1000 АЗС працюють нелегально. Тіньовий ринок, зокрема в сегменті дизельного палива, становить 20%, а скрапленого газу, за різними оцінками, від 30 до 50% залежно від регіону. Втрати державного і місцевих бюджетів внаслідок роботи нелегальних АЗС склали близько 10 мільярдів гривень. І це ще не вичерпний перелік втрат внаслідок існування нелегального ринку пального. У мене перше питання до Олександра. Олександре, як представник Української ради бізнесу, скажіть нам, будь ласка, основною проблемою існування нелегального ринку пального є те, що що існує така схема, як наявність готівкового газу. Це невраховане пальне, так? Одне джерело походження такого неврахованого ресурсу – це крадіжки на транспорті. Інше джерело походження – це похідна від різних податкових скруток, і як наслідок ми маємо фіктивний ПДВ. Фахівці в галузі вважають, що така ситуація є яскравим свідченням того, що в галузі наявна велика корупція, яка не відстежує, не запобігає, а навпаки покриває існування такої великої нелегальної торгівлі пальним. Чи мають нести відповідальність контролюючі силові органи, які допускають таку багаторічну роботу нелегального ринку пального? Так, спасибо. Да, спасибо, Наталья. Спасибо за приглашение. Во-первых, я хотел сказать, что был немножко не подготовлен к этому эфиру. То есть я от Рады бизнеса, безусловно, выступаю регулярно в эфирах за детинизацию. И, разумеется, в конкретном отрасли в топливе я там небольшой специалист, но могу сказать одно, вот пообщавшись с коллегами, естественно, перед этим набрав в том числе и участников этого рынка, я был в большом удивлении, что я не ожидал, что настолько большое количество теневой экономики и теневого рынка и в топливном рынке, да. То есть, вообще, на самом деле, в нашей стране, куда ни кинь, у нас везде сплошная тень. То есть, если мы говорим про рынок электроники, в котором там я больше разбираюсь, да, там, где идет контрабанда этих товаров, то в том же топливе выясняется, что кроме там контрабанды в старых каких-то курченковских схем, да, существует вообще банально добыча у нас этих углеводородов, то есть, в том числе в Западной Украине, и без всяких уплатов акцизов идет простая добыча той же нефти, да, из которой потом делается переработка. Оказывается, существует в Украине нефтеперерабатывающие заводы теневые, они небольшие, как говорят, небольшие нефтеперерабатывающие заводы, работающие в тени. Ну, то есть, я такого услышал, для меня был такой легкий шок. Кто крышует? Традиционно набор тот же самый, как обычно. Крышует у нас СБУ под прикрытием местного прокурора. Естественно, налоговики, фискалы прекрасно знают, что льется это топливо, и его там выпускают. И, разумеется, дается зеленый свет, их никто не обижает, никто никаких проверок не устраивает. Конечно же, дальше все это реализуется в тот самый кеш, который и на рынке электроники, и, не знаю, куда ни кинь, на рынке мебели, там, техники и так далее, очень сильно присутствует, который не работает в банковской сфере, да, то есть это большая, на самом деле, потеря и нашего банковского сектора, от этого и высокие проценты, потому что деньги ходят кешем, передаются от
операторов крупных вот этих самых нефтеперерабатывающих заводов, да. Вот. Я думаю, что коллеги, может быть, конкретно назовут, может быть, журналисты, потому что я пока вот из того, что я услышал, да, имею точную информацию по поводу вообще в целом схем. Дальше они реализуются через наличные схемы и 1000, как вы говорите, заправок. Сам лично, кстати, был свидетелем в Черкасах. За своей машиной заехал какая-то заправка местная, там, черкасская, она не знаю с каким названием. И они мне выдали, но только товарный чек. Я говорю, что это за товарный чек? Почему не фискальный, да еще и от ФОПа? Они говорят, ну, у нас так, мы выдаем такие чеки. То есть это опять же к вопросу фискального чека. То есть, ну как может на топливо выдаться товарный чек? Естественно, всем прекрасно понимают, что никакая налоговая не контролирует этот кэш, который получил заправщик, отнес свою черную такую же кассу, это черная касса, которая продал этот бензин, отдает уже тому, кто поставляет тот же самый наличку, естественно, неучтенную, тот, кто поставляет вот это самое топливо. То есть в лучшем случае это будет топливо еще, которое, может быть, не навредит там двигателю, да, но если там в сфере там электроники, там контрабандные, там айфоны, там пресловутые и так далее, да, там-то ты покупаешь оригинал без уплаты просто налогов, то здесь, естественно, что там могут налить, одному богу известно, потому что и с чем смешать, естественно, тут вопрос качества, наверное, тоже немаловажно, коллеги подтвердят. Но сам факт того, что дальше эта наличка перетекает, в общем-то, поставщикам вот этого теневого рынка нефтеперерабатывающего, и, естественно, не уплачиваются ни налоги, ни акцизы, ни НДС и так далее. То есть, и при этом реализуют совершенно спокойно, то есть каждый с этим встречается. Да? И более того, есть данные, что есть и сети даже используют такую же схему. То есть если не просят фискальный чек, они не выдают, такая же есть белая касса, есть черная, то есть да, по белому пробивают, по черному не пробивают. Кто крышует? Ну, в первую очередь, конечно, если говорить о внутренних продажах, это все-таки фискальная служба, которая должна за этим следить. Да? То есть это эти все нелегальные заправки, которые, как вы говорите, на каждом шагу без земли и так далее, которые продают и газ, и топливо, их на самом деле местная налоговая всегда знает, кто за ними стоит. И я думаю, что просто сидят на зарплате, то есть в нашей стране это основная проблема. Гораздо выгоднее предпринимателю заплатить какому-то там генералу или еще кому-то зарплату, и дальше не платить в 10-20 раз больше, которые надо заплатить налогов. И, к сожалению, вот это попустительство со стороны правоохранительных органов, оно и приводит к этому. То есть сейчас последнее, я вот как раз хотел обратиться к нашему уважаемому президенту. То есть вот была поставлена задача господину Баканову побороть контрабанду. Да? Да. За 2 тижня. Да, ну мы же понимаем, что как побороть контрабанду, если на сегодняшний момент ее совершенно свободно, как в данном случае по топливу даже и контрабанды-то нет, оно из земли идет, это же не то, что перевозят какие-то топливные там с Белоруссии и так далее, да, цистерны, а она здесь прям добывается, здесь перерабатывается, это вроде как и не контрабанда, да, потому что это внутренний наш ресурс, наше углеводороды, народное достояние, можно так, да, сказать, наше украинское, поэтому главное, как продать, чтобы цепочку отследить, вот этих цепочку поставок, да, но это СБУ уже это не их функция. Поэтому, да, главная функция СБУ – предотвратить коррупцию, которая есть между налоговой и между тем самым предпринимателем, который бодяжит это топливо. А тут все наоборот. СБУ как раз это и крышует. И поэтому, если Баканов справится с этим вот заданием, больше не борьбой с контрабандой, а борьбой с коррупцией, да, с коррупцией, как внутри своих силовых органов СБУ, вот тогда это приведет к результату. То есть, а не то, что надо опять границы перекрывать или еще что-то. Поэтому борьба с контрабандой должна быть внутри страны. Борьба именно с коррупцией, которая существует между налоговой внутренней и, естественно, вот этими самыми топливными от АЗС до этих нефтеперерабатывающих заводов, как оказалось, теневых. Дякуємо, Олександре. Ну, більш про проблеми і їх рішення ми поговоримо трошки пізніше. Зараз я хочу запитати у Сергія Федоренка, директора з комерційних питань Укргазвидобування. Пане Сергію, ви представляєте українське державне підприємство, яке є найбільшою газовидобувною компанією України. І крім видобутку, ви займаєтесь транспортуванням і реалізацією нафтопродуктів. В одному із інтерв'ю ви зазначили, що кожного місяця у невідомому напрямку зникає понад 40 тисяч тонн газового конденсату, який потім цілком легально продають невеликі видобувники. А потім на ринку за готівку з'являється пальне невідомого походження, з яким ваша компанія як державна, вона просто не може конкурувати. Будь ласка, поясніть, яким чином ситуація з такою нелегальною торгівлею впливає на вас, як представника
видобувної галузі, як вітчизняного Дякую за видобувника? запрошення. Буду намагатись дуже коротко. Укргазвидобування, крім того, що найбільша газодобувна компанія, вона друга нафто- та конденсатовидобувна компанія в країні. Крім того, ми найбільший платник податків і оперуємо одним з двох легальних великих переробних підприємств, тобто нафтопереробних заводів в країні, Шебелинським заводом. І питання дуже просте. Крім того, що ми видобуваємо, є велика кількість легальних приватних видобувників природного газу, нафти, конденсату, які видобувають і продають цю сировину. Ми знаємо, що нафта і конденсат, в принципі, якби з нього будинки не будують, тобто вони кудись діваються. Вони продають досить легально, не за кеш, але потім це возиться, в принципі, в більшості автомобільним транспортом і зникає. Крім цього, великі обсяги крадіжок з нафтопроводів, з промислів, свердловин, з якими всі, в принципі, видобувні компанії якось намагаються боротись, але це є. Тому консервативна оцінка обсягів такого паралельного сірого ринку – це 40 тисяч тонн конденсату та нафти, в більшості конденсату, які від приватних видобувників та з чорного ринку, ті, хто просто відкачує їх, врізається в нафтопроводи. То це нелегально, такі це незаконно нелегальний ринок, який так? потім йде на такі ж нелегальні міні-НПЗ, які, як сказав колега, повністю відомі фіскальній службі, але вони в фіскальній службі кажуть, що вони роблять не нафтопродукти, не підакцизні товари, якісь розчинники або щось інше. Потім таким же нелегальним шляхом ці обсяги йдуть на заправки, які або продають повністю за кеш, або продають приблизно 30% в білу, з фіскальним чеком, 70% за кеш. Ти не зможеш в моменті розібратись, який обсяг в тебе зараз в зберіганні на заправці. І потім таким же чином продається, знову отримується кеш. І ця система існує взагалі паралельно з легальною, яку якось контролює ДФС, з якої ДФС збирає податки. Таким чином, коли ти не платиш податки, а це велика сума, тобто 100 тонн, наприклад, бензину, якщо ти не платиш податки, ти можеш економити приблизно $350 за тонну. Тобто, таким чином ти маєш гроші, в принципі, віддати, як кажуть, і на погони всім, і закрити всі моменти, які по землі, по всьому іншому, роздати всіх, хто до тебе приходить, і ще отримати надприбутки. Причому і третє, зробити знижку. Тобто ми бачимо, що, наприклад, легальні великі мережі, які вкладають в сервіс, які вкладають в якість пального, в контроль якості, наприклад, можуть зараз давати ціну на бензин, наприклад, 30 гривень, а якась підзаборна заправка може давати 26. Причому ще й заробляючи великий прибуток. Тобто ті 4 гривні на літрі – це не конкурентна перевага компанії, яка не сплачує податки, яка повністю не платить зарплати. Ми не кажемо не тільки про акциз, НДС, не платить податки на землю, там, де вона розташована. Кинули якісь модулі, поставили якусь заправку, кожен місяць роздаються десятки тисяч доларів з заробітної плати місцевим органам, які повинні це контролювати, і воно якось існує. Таким чином, ми, компанія, яка інвестує десятки мільйонів гривень в підвищення якості, в Євро-5 екологічний клас бензину та диспалива, в європейський клас екологічності пропан-бутану, скрапленого газу, ми виявляємося таким в позиції трішки дурників, тому що ми інвестуємо, а потім отримуємо собівартість, в яку вкладені всі податки, всі нормальні зарплати наших співробітників, а потім йдемо і конкуруємо на ринку, там, де існують ці компанії. Тобто конкурувати досить важко. Тому ми, як видобувник, як компанія, яка переробляє, яка продає, як власник мережі АЗС, ми тільки за те, щоб на ринку були просто конкурентні, нормальні, однакові для всіх умови. Тобто, щоб собівартість, логістика, податки, трансфертні ціни були для всіх однакові, а не якісь інші, скажімо так. Таким чином, опоненти, можливо, скажуть, що ось, давай ви вводите якісь ще можливо, дозвільні документи, ліцензії чи щось інше, але, в принципі, логіка такого одного вікна. Чому? Тому що зараз, коли приходиш на заправку, це десятки органів контролюючих, заправка повинна мати і той документи на землю, і на працевлаштування, і що ви продаєте, що ви не продаєте, то зараз це дуже спрощено.
Всі ці документи зараз об'єднуються, і за умови наявності документів ти маєш ліцензію. Будь-який орган, приходячи, каже, у тебе є ліцензія на продаж, на оптовий продаж, на продаж на АЗС, на виробництво. Ми, як легальний виробник, отримали ліцензію на виробництво. А якщо на нафтобазі щось якось відбувається, це називається якоюсь первинною переробкою нафти чи конденсату, да? То все одно, не маєш ліцензії, все, до побачення, це штрафи і зупинка роботи. І таким чином ми зможемо зрозуміти, як це відбувається. А в сусідній Польщі декілька останніх років таким чином боролись з сірим ринком імпорту диспалива в основному. І на дивину, після того, як в принципі ліцензуванням, імпортними навіть ліцензіями, тобто ти за право імпортувати нафтопродукти кладеш велику суму грошей в державний орган, банківську гарантію і ризикуєш цими грошима. От виявилось, що ринок реальний диспалива на 40% більше, ніж збиралось податків. І таким чином, наприклад, ми збираємо податків X, а можемо збирати X плюс 40%. Яким чином вони виявили цей відсоток? Введенням таких же регуляторних документів. Та ліцензування. І ліцензуванням імпортними ліцензіями, да, коли не кожна компанія з сотень могла, наприклад, завозити, а конкретні компанії, десятки, зберігалась конкуренція, але це було зрозумілі, великі, середні і малі компанії, але прогнозовані. Да? Не було цих автобензовозів, які по ночах там якось йшли через кордон. Да? Але питання в тому, що ми як виробник, ми як продавець, ми як легальна компанія розуміємо, що будь-яке введення якогось регуляторного механізму, як ліцензії чи якісь інше, це не дуже гарно, але в тій ситуації, в якій знаходиться зараз український ринок, де 30-40% диспалива та пропан-бутану продається за кеш, і з цього ми не отримуємо податки як громадяни, і не бачимо це в якості наших доріг, по яких ми їздимо, і бачимо це в наших моторах, коли люди ведуться на 4 гривні дешевше, а потім думають, чому через 3 роки нова машина перетворюється в металобрухт. Ми тільки за те, щоб цей був момент ліцензування або якісь такі документарні обмеження були моментальні, коли ми стабілізуємо ситуацію на ринку. А вже потім, після стабілізації, коли ми отримуємо мільярди і мільярди гривень додаткових податкових надходжень, можна говорити про якісь послаблення. Це наша позиція. Дякую, Сергію. Тобто, якщо ми говоримо про оці всі регуляторні документи, про ці всі дозволи, ліцензії, які мають бути зараз у компанії, яка хоче займатися видобутком і продажем нафтопродуктів, то виходить, що зараз найбільше від цієї всієї купи документів страждають саме білі, якщо можна говорити, підприємства, які мають ці всі документи зберігати і які постійно перевіряють контролюючі органи. Так? Натомість ще інші нелегальні, скажімо так, компанії, вони навіть не несуть витрат на збирання цього. Вони існують паралельно їх, мабуть, білій реальності. Тобто, в будь-якому разі, всі якісь активності, які стосуються податкової чи контролюючих органів, завжди це так обухом б'є по білих гравцях, яких дуже легко знайти. Приїхати на заправку на будь-якій трасі, побачити зелену, жовту чи будь-яку велику заправку, і сказати, давайте спочатку перевіримо вас. А їхати кудись на нелегальну заправку, де хтось вас буде відповідати, а можна натрапити на фізичний опір, або поїхати в якісь там на районні дороги, подивитись, хто як проливає, контролювати, робити якісь операції по контролю. Це вже робота. Це потрібно цим займатися, а не просто думати, що, можливо, в кінці місяця ти отримуєш якийсь кеш. Тобто, звичайно, це робота. Але в будь-якому разі ми розуміємо, що в нашій країні за 28 років можливо, приймання нових законів компенсується необов'язковістю їх виконання, але в той же час, якщо буде дуже просто нашим контролюючим органам прийти і зробити свою роботу, то ми, як легальні і білі учасники ринку, будемо дуже раді. Тобто ми даємо їм дуже простий, дієвий інструмент зробити їх роботу. І будемо вже потім контролювати, чи вже таким дуже простим інструментом будуть вони користуватись, чи теж ні. Чи це буде інструмент отримування обілечування.
Будемо дивитися. Дякую, пане Сергію. Продовжуючи питання роздрібної торгівлі пальним, я хочу звернутися до пана Владислава Колодяжного, який теж присутній в нас в студії. Він є генеральним директором компанії GT. Пане Владиславе, скажіть, будь ласка, от у вас теж велика достатньо мережа легальних точок продажу. З якими ви проблемами стикаєтесь, з якими не стикаються нелегальні такі точки продажу? І яким чином це впливає на ваш бізнес? Ну, в принципе, основные, конечно, проблемы, вот Сергей сказал коротко, но, в принципе, он рассказал чуть ли не... Можливо, ви маєте якісь конкретні кейси? Вскрыл все Ну, це добре. Можливо, ви маєте якісь конкретні кейси. І можете конечно, навести конкретний приклад, коли саме, от, знаєте, в деталях, що, як то кажуть, щоб було більш зрозуміло. Сергій нам змалював таку на широку примере картину. Харькова, допустим, если посмотреть, допустим, то, что он говорил о нелегальном рынке, о соотношении черных и белых заправок, можно на примере Харькова это очень даже спокойненько посмотреть. Вот если брать наши харьковские заправки, и по данным статистики, туда попадают данные из кассовых аппаратов, наши 13 заправок на фоне 200 заправок всего по всем сетям, по всем, занимают 20% рынка. Это нереально, да? Мы просто и средняя реализация больше Тому що там буде 6 12 заправок, так? 6 там кубов условных единиц каких-то вот с одного там, скажем, пистолета, да, там или еще с чего-то. У всех остальных вот есть некоторые ребята торгуют 50. Это в сутки. 50 литров в сутки. Мы все прекрасно понимаем, что меньше там 2 кубов реализации на текущий момент просто-напросто нет. То есть это все остальное просто торгуется в черную, да. Соответственно, мы, занимая подобную позицию на рынке, имеем проблемы с антимонопольным комитетом, которые нас считают, собственно говоря, 12 монополистами, чуть ли да, не вы формирующими, да, там, условно говоря, и, соответственно, имеем все связанные с этим проблемы, а черные, не находясь в правом поле, не имеют проблем, собственно говоря, никаких Бо їх в не этом можна плане. виявити, да? Де вони знаходяться? Во-вторых, надо относительно демпинга, про который говорил Сергей, да, то есть конкурировать с ними мы практически не в состоянии, да, то есть если, ну, скажем, конечно, поддерживать сеть в определенном состоянии мы можем путем там своей логистики, каких-то там своих моментов, на чем наших наработок там и так далее, то там термовых контрактов и так далее, то получать какую-то маржу, необходимую для развития сети, да, уже практически невозможно. То есть демпинговать, каким-то образом с ними конкурировать по цене мы тоже не способны, у них ценовое дно гораздо ниже за счет неуплаты тех же налогов. Да? Поэтому мы находимся в такой ситуации, что мы поддерживаем бизнес в определенном состоянии, не имея его развивать и так далее. То есть нормальный, жизнеспособный, нормальный бизнес. Мы должны понимать, что все эти черные подзаборные заправки, они по сути не являются жизнеспособным бизнесом. То есть если брать нормальные какие-то условия, в нормальных условиях, особенно в городах, стоимость земельного участка, ну, во-первых, земельные участки конкурируют по целевому назначению между жилой застройкой, коммерческой недвижимостью, там, какими-то транспортной инфраструктурой и так далее, и далеко не всегда побеждает транспортная инфраструктура, да, то, собственно, если даже и есть такая возможность получить этот участок, эта стоимость колеблется за 10, скажем, 10 соток, это минимальный необходимый участок для того, чтобы построить нормальную инфраструктуру со всеми необходимыми, но в пределах всех необходимых норм, действующих на Украине, это стоимость там в Киеве от $300 тысяч. Подзаборные заправки с колонкой на 2 пистолета, они не способны в принципе никаким образом эту историю, то есть купить никогда. То вони недовготривалі, так? Тобто Нет, вопрос не в этом. Они, по сути, являются инструментами просто генерации кэша и генерации документов для дальнейшего какого-то другого бизнеса, допустим, там, затрат, каких-то формирования, да, валовых затрат и налоговых скруток для дальнейшего, допустим, экспортно-ориентированного бизнеса, к примеру, да, вот. Поэтому вот это вот есть проблема. Я уже не говорю про качество, которое говорили, то есть мы, поддерживая точно так же стандарты ЕН 589, которые вот мы пытаемся уже 3 года ввести на рынке Украины, мы пытаемся ввести там силами ассоциации, пытаемся ЕН 589 и постоянно его отсрачивают на каждый год там, в связи с тем, что вот рынок не готов. Рынок не готов. И лобби, одним из лобби выступающим для того, чтобы отсрочить, это те же самые нелегальные некие заправки, которые нужно реализовывать. А чим вони обґрунтовують, що ринок не готовий?
По качеству, если брать, недостаточное якобы количество ресурса необходимого качества, импортируемое на территории Украины, да, то есть в готовом виде. Но тут нужно понимать одну простую вещь, что сжиженный газ импортируется в основном раздельными фракциями, да, и затем он уже смешивается в нужное качество, необходимое там, в зависимости от сезона, там, в зависимости от качества входящего продукта, под необходимую смесь, и затем реализуется. То есть для того, чтобы подобные вещи делать, нужно обладать определенной инфраструктурой. Для того, чтобы эту инфраструктуру сделать, нужно, соответственно, инвестировать. Да? Подзаборные заправки работают столько, сколько есть политическая воля. То, что мы тут вот уже обсуждаем, они им работают. Вот они и работают. Соответственно, они работают как кэшегенераторы, и ни о какой инфраструктуре речь идти не может. Поэтому, допустим, по сжиженному газу отставание инфраструктуры, хранения от той же дизельной, бензиновой катастрофическое. У нас запасов сжиженного газа в Украине, имеется в виду, для порядка 7 дней в среднем. То есть через 7 дней при отсутствии, там, скажем, дополнительных поступлений, импорт либо производства, Украина остается без газа. Значит, хранения недостаточно. А инвестировать в эту отрасль при такой тенизации никто не хочет. Все хотят понимать какие-то сроки окупаемости, какие-то капекси и так далее. Або може зручніше просто отримувати цей кеш і більше прибутковіше, та, ніж інвестувати і розвивати галузь. Бо це довготриваліше, так? Естественно, конечно. Тобто, коли модуль поставити вартує там $20,000, не купуючи ні землю, нічого на якійсь парковці, да? І отримав її за 3 місяці, повністю відбити цю суму і отримати надприбутки, а для того, щоб робити якусь якість, потрібно інвестувати, будувати бази, акредитувати лабораторію, набирати персонал, платити їм нормальні зарплати. Це великий обсяг витрат. А ми ж кажемо про інвесторів. Да? Ми кажемо, а давайте ми будемо залучати іноземних інвесторів. То навіть в країні люди, які можуть інвестувати в легальний бізнес, не можуть це робити. І ми кажемо, що там під подушкою скільки там мільярдів доларів у населення. Так ось ці мільярди доларів або йдуть на депозит, або на купівлю нерухомості, да, там квартири собі купують. Все більше, ну і ОВГЗ. Тобто державний займ в гривні. Все, це ніхто не може інвестувати в бізнес, тому що не розуміє, як можна робити прибутковий бізнес, коли 40% цього ринку в тіні. Все. Дополнил бы даже еще, собственно говоря, Сергея по поводу польского рынка и польской модели. Там они пошли по более жесткому сценарию, чем предлагается у нас. У нас, по сути, это компромиссный некий вариант, о котором, наверное, вот расскажет Олег. Собственно, это лицензирование, оно бесплатное, оно требует только наличия определенных документов, которые требуются по законодательству, причем ограниченных списком. Пізніше поговоримо, так. Да, это... Наведіть конкретно, що там в Польщі. В Польше лицензия на импорт стоит около 2 миллионов евро. Лицензия на розницу от 1 миллиона до 1,5. На производство еще сопоставимые цифры. Це виправдано, як ви думаєте? Виправдано? Конечно. Таким образом, они, грубо говоря, отсекают тех игроков рынка, недобросовестных, которые не готовы заниматься этим рынком, заниматься инфраструктурой и договороспособными, да, в плане правил игры, определенных правил игры. У них было 10 лет назад, у них было то же самое, что у нас. Эти заправки стояли в каждом... поборолися, борються з цими нелегальними... Вот так они сделали. Они ввели лицензии, соответственно, немножко почистили от нелегалов, а после этого уже начали вводить, соответственно, акцизные накладные, то есть по нашему приблизительно плюс-минус сценарию. То есть у всех путь одинаковый. Все почему-то думают, что мы выдумываем какой-то велосипед. На самом деле это не велосипед. Это просто европейская модель, ну, скажем так, восточноєвропейська модель регулювання ринку. А може так зручно подавати інформацію, відповідно подають, що і недостатня якість, і немає таких прикладів, тому що не всі обізнані в цій темі, відповідно можуть і повірити в такі розповіді. Дякую, Владиславе. У нас також присутній в студії Олег Зубчинок, він є віце-президентом Нафтогазової асоціації України, і якраз продовжуючи оце питання нелегальних автозаправок, я знаю, пане Олеже, що ви реалізували такий проєкт по пошуку, не чекаючи, коли це зробить контролюючі органи, ДФС чи СБУ. Ви самі впровадили такий інструмент, який називається «Мапа виявлення місць торгівлі нафтопродуктами з ознаками порушення норм чинного законодавства». Зараз я попрошу режисера вивести нам на екран цю мапу і попрошу вас розповісти,
що це за проєкт, і ми бачимо, що в реальному часі там навіть відбуваються якісь зміни, і яким чином можна нею користуватися? Ну, смотрите, вы видите, мы уже начали до тренда использовать диджитал-инструменты. Так, диджитализация. Да, то есть это все очень интересно. И чуть-чуть расскажу историю. На самом деле мы здесь тоже не пионеры. Мы подсмотрели этот опыт у наших коллег из Литвы. У них была похожая ситуация, но у них была карта нелегальной торговли всеми видами подакцизных товаров. Это и топливо, и сигареты, и алкоголь. Если, грубо говоря, в Литве нелегальная торговля была, когда люди канистрами возят через границу, то когда эксперт приехал и узнал, что у нас нелегальная торговля – это просто объект, который стоит и торгует тоннами, да, то это была другая история. Поэтому здесь какая вещь? Мы протестировали сначала это, и с начала года начали заполнять Це карту. в цьому році ви запустили? Да. Це з початку року ви стільки вже знайшли? Да, мы просим людей подавать данные. На этой карте есть определенный раздел, где можно выбрать, ну, наверное, это будет вот значок по центру экрана «Сообщить про нелегала». И можно выбрать там сразу GPS-координаты, где объект, краткая подпись. Мы просим фотографии, потому что мы модерируем. Мы смотрим, чтобы люди не внесли там какую-то ерунду. Но смысл такой, что у нас есть по регионам эта информация, есть фотографии. Когда я на каких-то мероприятиях показываю эти фотографии, ни у кого из экспертов не возникает комментарий, вы внесли кого-то вот реально легального. То есть там можно посмотреть все эти значки. Более того, мы отслеживаем, насколько эти объекты работают во времени или не работают. Потому что иногда мы видим новости. Кто-то из проверяющих органов закрыл объект. Через какое-то время опять идет сообщение, фотография, объект работает. Поэтому там вы можете посмотреть, есть значки, видите, вот, а можете которые... просто нам зараз режисер допоможе можна приблизити какой-то регіон. Наприклад, якщо брати оцю ситуацію з вибухом у Кропивницькому, чи є цей об'єкт на цій карті? Мне кажется, он до сих пор есть, потому что на самом деле газовая заправка, рядом с которой произошел взрыв, все автомобили. Да, мы считаем, что у этого объекта есть все признаки нелегальности. Ось ми бачимо фото, так? Да. Можемо То есть, побачити, объект работает, рядом взорвались несколько газовозов, пострадало очень много машин, ущерб нанесен. Вот я не знаю, кстати, я даже про это пока еще даже не говорю. Это к вопросу просто, кому предъявлять ответственность. Там вроде бы 2 человека арестованы, инженер и генеральный директор компании. Газовозы каким-то образом очутились там. Тієї компанії, яка перевозила, яка опинилася поряд з цією заправкою. Но вы же понимаете, что перекачка газа почти ночью на какой-то непонятной стоянке, и рядом есть газовый АЗС, это такое совпадение, оно очень свойственно нашему рынку, да? Вот поэтому я считаю, что скорее всего это было связанные события, но пусть там расследует прокуратура эти все направления. Но в любом случае мы говорим, когда о безопасности, безопасность это не только в точках продажи, это хранение, это технология, это транспортировка. Во всех этих случаях газ, бензин, дизель – это пожароопасные и взрывоопасные продукты. Нельзя торговать пирожками и заодно торговать газом. Люди должны быть обучены. Это риски. Почему хороша эта карта? Вот я призываю, кто нас будет смотреть. Да, я таки хотіла сказати, нас зараз дивляться телеглядачі. Будь ласка, можете показати цю кнопку, де ми можемо щось сповістити? Да. Можна сповістити, і яким чином, як ви кажете, подивитися на свою місцевість, подивитися, поставить знайти. точку, где она находится, добавить комментарий, добавить фотографию. И более того, можно сначала проверить, есть ли объекты такие рядом с вами. Потому что, на самом деле, это ваши маршруты. Да, вы заполняете форму, отмечаете, что здесь происходит. И мы ведем динамику, отслеживаем. Потому что, например, на этой карте сейчас внесено порядка 1000 объектов. Це громадяни вам повідомили? Да. Порядка 1500, мы думаем, потому что, опять-таки, у нас нет ресурсов. Граждане не везде там сознательно тратят свое время. Где-то по маршруту попалось, где-то нет. Поэтому мы призываем активно пользоваться этой картой. Но мы думаем, что, наверное, 1500 все-таки есть таких объектов. Также мы с начала года видели новости, что было закрыто порядка 600 объектов. По карте мы видим, что 300 закрылось, а 300 закрылось и открылось. Тобто це на карті можна теж побачити, Можно посмотреть. Более того, вот сейчас ваш коллега открыл раздел, где у нас есть все ссылки на законодательные акты, документы, почему мы считаем, что есть признаки нелегальности. Самоознаки нелегальности. Як виявити, як відрізнити, чи це нелегально, чи легально? Какие признаки? Потому что обычный гражданин может заметить. Вот сейчас здесь была история про фискальный чек. Конечно, это первый самый явный сигнал. Второе, нет уголка потребителя.
нет сертификатов качества, да, вы выходите, не видите никаких средств пожаротушения, потому что, ну, как бы, если вы не специалист, вы не определите, что даже если они есть, но они не работают, да. Расположено рядом с каким-то жилым зданием, не выдержанные нормативы, которые есть на этом сайте. Объект выглядит неблагоустроенно, то есть где-то у дороги, никакого нормального подъезда и тому подобное. Но люди в силу экономической ситуации идут на все эти компромиссы со своей там совестью, потому что это дешевле и приводит к тому, что просто компаниям невозможно конкурировать. То есть вопрос равных условий не обсуждается. Но у нас помимо равных условий есть момент еще безопасности, потому что это у нас гражданская позиция. Любые ситуации на вот этих нелегальных объектах, во-первых, люди страдают, есть несчастные случаи со смертельным исходом, пожарные страдают. Мы, как налогоплательщики, тратим больше денег. Понятно, несчастный случай, что-то может произойти с любым объектом, но чаще это происходит там, где не соблюдаются элементарные нормы безопасности. После всего этого проверяются объекты, и опять проверяются легальные объекты. Ну, по второму, по третьему. Склад, да, плюс есть кочующие объекты. Они без адреса. Они могут переехать за поворот, чуть дальше. Тобто тут вони закрилися, а за рогом вони знову відкрилися. Да, вы абсолютно правильно говорите. Поэтому вопросы, которые там уже косвенно поднялись, лицензирование и тому подобное, это важно, но важно еще показывать, как это выглядит, какая динамика, люди видят ситуацию по регионам, потому что, например, там позитивный пример в городе Киеве, это была политическая воля и были все законодательные возможности места, просто убрать эти модули. Причем, когда убрали там первые несколько десятков, эти бизнесмены просто взяли и уехали дальше. В Київську область, в другие регионы. То есть это тут даже нет никакого... Тобто не треба чекати яких законодавчих змін, просто треба волю, щоб просто взяти и Да. То есть это вот просто показатель, есть ли какой-то интерес у местных граждан, которые участвуют в этих всех схемах, или нет. Потому что... А еще добавлю и перебью Олега о том, что местные власти заинтересованы в том, чтобы у них работали легальные объекты, потому что часть акцизного налога, который идет в центральный бюджет, потом распределяется по количеству легальных точек продаж. То есть, если у вас 100 заправок в области нелегальных, то вы как по данных кассовых аппаратов. То вы как местная власть никаких денег в бюджет себе там города, области не получите. Тобто вони з однієї сторони у нас є факт корупції і кришування, так скажімо, цього нелегального ринку, а з іншої сторони все ж таки з того легального бізнесу, який там з останніх сил продовжує працювати, ще і вони в основному и наповнюють бюджет. Вони є донорами бюджета. Кстати, тоже надо информировать. Далеко не все местные власти знают, что подобным образом работает акциз, который розничный был перенесен, собственно говоря, силами, там, в том числе ассоциации в 2018 году на сбор, соответственно, при импорте и производстве, и потом распределяется в соответствии с соотношением данных по кассовых операциях, грубо говоря, в каком-то регионе, в каком-то там территориальной единице по отношению ко всей стране. И потом идет перераспределение автоматическое денег, полученных бюджет части акцизных в местные бюджеты. Поэтому немногие об этом знают. Там, допустим, тот же Харьков, мы там считали, там получается около там, 500 миллионов, они недополучают в связи с этим просто-напросто акцизного. Обласний центр. Приклад, наприклад, якщо на трасі стоїть якесь село, наприклад, Одеська траса, да? І там стоїть якась заправка, велика, нормальна, цивілізована заправка, то це мільйони гривень для села. Якщо там поряд буде стояти нелегальна, яка буде продавати на 3-4 гривні дешевше і заправлятись будуть там, то це мінус мільйони гривень для бюджету села. Ну так, ми на карті бачили, там в реальному часі були такі циферки, вони постійно змінюються, це якраз цей лічильник тих втрат, які несе держава. І, до речі, мені режисери говорять, що завдяки карті вони таки знайшли оці кадри із вибухом із Кропивницького, ви можете теж їх зараз і бачити. Ну, да, и, к сожалению, погиб человек, не только имущество пострадало, но было уже несколько случаев и после этого, поэтому... Тобто саме тому важливо ще й привернути увагу громадян, що ви теж можете дивитися уважніше і повідомляти про такі факти. Ось є такий чудовий інструмент. А скажіть, пане Олеже, а ви цю карту презентували якось хоча б там контролюючим органам, що є такий інструмент, і вони можуть побачити? І яка їх була реакція? Чи вони готові застосовувати, чи вже застосовують, можливо? Я думаю, что эту информацию, она доступна всем на самом деле. Журналистам, гражданам, проверяющим органам. Плюс они могут использовать это для контроля своих подразделений в регионах, где они тоже получают какие-то отчеты, потом смотрят на карте, это есть. Опять-таки, она не может быть там в режиме каждый день обновляться все данные, но она все равно обновляется.
Мы делали действительно презентацию вместе с ДФС. Они позитивно оценили и сказали, что очень хорошо, когда есть такая инициатива, есть визуализация. Поэтому, я думаю, они используют эту карту в том числе. Мы делали несколько и встреч с журналистами. То есть эта информация просто, понимаете, какая ситуация? Она никому не интересна, пока не происходят трагедии и взрывы. Потому что неуплата налогов не считается каким-то таким страшным. Это не близко, это не касается конкретно Пока меня. идут выборы. Да, но когда люди видят вот эти картины с пожарами, с взрывами, у нас в этот день было, там, например, 20 или там, 25 сразу выходов, контактов, пожалуйста, прокомментируйте. Потому что безопасность людей – это основное, чем должны люди заниматься. Да, поэтому кадри вражаючі, дуже страшні. Даже есть смысл использовать эту карту, и опять-таки, когда появится лицензирование, будет публичный реестр, будет привязка к адресам, и может быть что-то даже мы там совместим на карте, кто получил лицензию, кто не получил лицензию, но даже для планирования работы, помимо налогов, вот даже люди должны знать, есть рядом с ними такая опасность или нет, все ли там хорошо, потому что как только происходят такие события, есть ущерб серьезный материальный, оно ж не застраховано. Уставной фонд таких фирм там 1000-2000 гривен. Кому пред'являть претензії, непонятно. Дякую, пане Олеже. Ми зараз перервемося на коротку рекламу, потім повернемося знову в студію. Я тебе зробив. Запах як в дитинстві. Така ж смакота. Як і 20 років тому. Це все Сатурн. Я його купила і полюбила. Сатурн. Більше 20 років. Разом з вами. Як родюча земля не може бути без господаря, так і щедрий врожай не буває без мене. Як не готуйся, завжди трапляються несподіванки. Я знаю їх усі. Я буду поруч із ним. Адже я розумію його проблеми і вмію їх вирішувати. Врожай буде щедрим, гарантую. Цього року зібрано рекордний врожай. Погода була примхливою, але ми впоралися. Укрвіт. Розкрий енергію життя. Кисню майже не лишилось. Є ідеї? Заїхати на Окко. Що заїхати на Окко? Завжди гарна ідея. Око. Завжди гарна ідея. Вітаю, шановні телеглядачі. Ми знову в студії програми «Бізнес і влада» і продовжуємо нашу дискусію. Пан Олег зазначив, що є, ми тут уже почули, що є литовський, є польський досвід. І пан Олег зазначив, що є навіть турецький досвід. Так? Поділіться, будь ласка, тобто скільки ми вже з'ясували, є хороших прикладів організації роботи і виявлення таких нелегальних схем. Будь ласка, вам слово. Да, потому что не всегда нужно изобретать велосипед, иногда надо посмотреть, как работают коллеги в сходных Можливо, навіть рынках. вперше, да? Спочатку подивитися, може це вже є. Просто несколько лет назад у меня была такая хорошая возможность поработать несколько месяцев в Турции. Я своими глазами наблюдал как раз, как там работает система. Там на каждой АЗС, во-первых, ничего такого, как вот мы видели, нет даже и близко, потому что у них давно уже внедрены эти методы. Стоит отдельный блок, который в режиме реального времени постоянно передает данные в налоговые органы с уровнемеров, то есть, по-простому, сколько движется топливо, сколько движется денег. Там просто невозможно обмануть систему. И там вплоть до уголовной ответственности, если собственник бизнеса пытается в этот компьютер вмешаться и что-то сделать, нарушить передачу данных. В кожного на каждой підприємстві? Нет, на каждой розничной точке продаж. Кожній точці. Да, то есть они пошли по пути тотального контроля, потому что у них налог с топлива – это один из бюджетообразующих. Турция не богата добычей нефтепродуктов, у них транзитная страна, не так давно там появились НПЗ, и у них очень важно контролировать эти все вещи. Поэтому там это тоже очень дорогой бизнес, даже крупные компании не всегда могут купить объект, они обычно принадлежат местным бизнесменам,
и им выдается торговый знак, но там все международные компании работают десятки лет. Но смысл такой, что идет постоянный контроль, вы никак не можете обмануть, это не так, как в Украине, вы можете отключить кассу, тестовый режим, передача данных пропала, модем поломался, что-то произошло не так. Там это серьезное расследование, и люди прекрасно понимают, что они платят налоги, но у них гарантировано качество. Они видят весь объем топлива по стране, весь баланс, сколько зашло, сколько ушло, сколько потребили, сколько в каком регионе. В зависимости от этого есть стоимость лицензии тоже на торговлю нефтепродуктами, которые покупают местные бизнесмены. И тогда государство видит, бизнесмен не может обмануть. Он говорит, вы продаете столько-то, скорее всего, вы зарабатываете столько-то. Значит, стоимость лицензии для вас будет такая. То есть тут даже не речь идет о том, что единая цена для всех. Кто больше зарабатывает, он еще и больше платит. Поэтому вот эти вещи не надо изобретать велосипед. Действительно, рынок сложный, такого нет ни у кого из наших соседей, даже дальних соседей. Мы специально изучали вопрос. Там, если брать благополучные страны, Великобритании, там вплоть до уголовной ответственности, если вы храните дома у нас немає, до речі. А у нас є відповідальність взагалі? Нет. Взагалі це питання не врегульоване? Пока нет. А там больше 275 литров хранишь, объясни или получи лицензию. То есть нет такого, что что-то происходит, вмешается топливо, каким-то образом продается и тому подобное. Поэтому, в принципе, в большей степени это похоже на турецкий опыт, но не такой как бы жесткий, как сделано было в Турции. Но опять-таки, турки, у них это предпринимательский подход, вы представляете, если бы там было разрешено, почему они сделали такой жесткий подход? Они бы нашли какой-то способ, но из того, что я восхищаюсь, на самом деле, предпринимательским подходом, то есть, поэтому там пошли по пути, что они контролируют все, и движение и продукта, и бумаг, и денег, и вплоть до того, что они даже отслеживают, там есть специальные системы, когда вы заправляете бак автомобиля, и она распознает пистолеты. Вы, то есть даже не можете свою топливную карту кому-то передать. Она будет, потому что водители, скажем так, грешат. И це всі системи впроваджені на державному рівні. Да. Но там очень сильные еще ассоциации, и на самом деле, вот как был пример в Польше, как действует государство, если есть, скажем так, воля игроков рынка тоже наводить порядок. Они говорят, мы будем контролировать это на более высоком уровне. У вас, если что, штрафы будут миллионы долларов, но ваша задача теперь контролировать, кому вы продаете. Можете ли ви їм продавати, є ли у них необхідні документи. Поэтому, если мы вас... То вони таким чином зменшують трошечки оцей нелегальний готівковий об'єкт. Тратить государству деньги на то, чтобы администрировать и иметь очень много проверяющих. Они говорят, это ваше дело контролировать. Вы тратите на это деньги. Но если мы вас поймаем, что вы начали продавать куда-то непонятно что, мы лишим вас лицензии, оштрафуем и решен вопрос. То есть это может быть каким-то там следующим этапом и тому подобное, но вот в более развитых економіках поступає так. Дякую, пане Олеже. Я тут хотіла б ще у зв'язку з тим, що ви говорите, що не повинна бути така велика кількість перевіряючих. От я знаю, у нас сьогодні присутній Руслан Цільвік, і він має інформацію, має з власного досвіду. Скільки ж у нас наразі є працівників, які можуть і мають займатися контролем, і чи їх достатньо? І чи ми можемо, наприклад, як на вашу думку, як юриста, експерта, члена коаліції за детінізацію економіки, чи можливо у нас, наприклад, оцей такий підхід, тотальний контроль, чи спрацює? Спасибо за вопрос. Я в целом не эксперт топливного рынка, но согласен с гостями в студии, что корень зла тут фактически лежит в розничной торговле. То есть фактически это не выдача фискального чека, что есть нарушение прямое законодательства. Борется с этим ГФС? Думаю, что да, в какой-то мере. Но на сегодняшний день, если мне не изменяет память, там по штату предусмотрено 1200 сотрудников, которые всего непосредственно выезжают на Украину. Это в целом по Украине? Да. 1200? Да, которые выезжают постоянно. А мы кажемо, що 1500. Ну, приблизно. На сегодняшний день их в штате не больше 300. Ага, тобто передбачено 1200, а всього їх по факту не больше 200. 300, да, если мне не изменяет память, где-то в таких вот пределах цифр. Думаю, что они, конечно же, выезжают. Я думаю, что в большинстве случаев вопрос решается моментально на месте. Фактически нужно брать и реформировать, набирать абсолютно новых, проводить какие-то конкурсные отборы с какими-то хорошими зарплатами. А може набрати оці 1200 чи 1500, скільки цих нелегальних?
по всей видимости, не хотят идти, либо не хотят работать. Может, трудно попасть туда, потому что выезды могут быть интересные у них. А какая зарплата у них? Трудно сказать, думаю... Ну, якщо в голови ДФС 24 тисячі, то, мабуть, ще менше у рядових інспекторів, я думаю. Ну, тут вопрос, в принципе, я так понимаю, при проверках у них больше формальный. Они, по большому счету, смотрят, наверное, правильность заполнения книги, там, отсутствие какой-то... Они совсем по другие моменты проверяют. Зрозуміло, так. І нам навіть не вистачає, якщо що, то в ДФС і ресурсу не вистачає, може. В цілому, так. В цілому, так. Ага. Ми тут з вами теж вже зачіпали тему, яким чином ми можемо, різний досвід розглядали, в тому числі говорили про ліцензування, і сьогодні в нас теж є в гостях Артем Куюн, заступник директора консалтингової групи А-95. І в мене до вас питання. От ми знаємо, що з 1 липня мало би запрацювати ці штрафи, але Верховна Рада 6 червня перенесла впровадження цих штрафів за неліцензування на кінець року, тобто з 1 січня 2020 року. Чи був виправданий цей крок? І чи не нашкодить ще більше, чи не призведе до більших втрат таке відтермінування? Да, действительно, с 1 июля заработают новые механизмы детинизации рынка. Это лицензирование, контроль фактических остатков на большинстве объектов. Увязка это с ДФС. Да. Перенесены были штрафные санкции за хранение без лицензии. Все остальные лицензии на каждый этап оборота топлива сохраняются. Только хранение, да, потому что, как всегда, не готовы оказались лицензиаты потенциальные, основные. Але вони знали зараніше, правильно? Да, об этом уже было известно в начале прошлого года, окончательно 23 ноября. Олеже, а скільки вас часу забрало, щоб проадвокатувати цей законопроект? Ви коли вже його почали? На самом деле эти идеи уже несколько лет обсуждаются. Кілька років, але все-таки виявилося... Конечно. Понимаете, то есть все думали, что может не будет, потом будет как-то не так, потом вдруг отменят. То есть, думали так вплоть до мая. Вплоть до мая, за 2 месяца до вступления все бросились. Но тут как бы основная проблема в чем? Что вот это хранение, да, по сути, это есть один из этапов этого нелегального оборота топлива. Потому что предприятие, у которого нет резервуара, тем же налоговикам не сможет доказать, что оно его приходовало, да, это топливо и сожгло в поле или на транспортной технике какой-то. Да, то есть... Артема, я маю трошки, на мені підказує режисер, що у нас на зв'язку Євген Плінський, це журналіст, який займається якраз розслідуванням цих схем, він готовий до нас долучитися. Євгене, доброго вечора. Ви вже в студії з нами, будь ласка. Ну, я так понимаю, что речь сейчас идет о нелегальном рынке топлива, и в контексте этого хотел бы вложить свою лепту и поговорить немножко о рынке поставок этого топлива в Украину, откуда оно, собственно, берется и как оно реализуется. А у вас є матеріал, ви готуєте матеріал, так, з цієї тематики? Ну, я периодически на разные темы готовлю материалы, и вот за последнее время, за последние годы не единожды уже сталкивался с темой нефтепродуктов. И хочу сказать, что, наверное, как и в вопросе всех нелегальных рынков, существующих в Украине, главная проблема – это отсутствие контроля сбыта товаров. То есть возможность продавать нелегальное топливо в Украине, пассивность фискальных органов и покровительство правоохранительных органов дают в Украине вот этот вот вкусный рынок сбыта этих товаров, нелегальных, собственно, топлива. У вас помічник на зв'язку з нами. Одним из основных каналов поставок в Украину топлива сегодня нелегального является, как известно, это Российская Федерация и, собственно, внутреннее производство в Украине. Укргаздобыча, которая добывает газ и попутно добывает смеси газовый конденсат, из которого производится топливо, является внутренним поставщиком. А есть у нас в Украине такая интересная структура, труба, которая в Советском Союзе именовалась самаро-западное направление. Сегодня это
Прикарпат-Запад-Транс структура, которая контролируется Российской Федерацией. То есть, собственно, я вот не слышал ваш эфир, вы эту тему поднимали, Прикарпат-Запад-Транса, или нет? Ні. Не имел возможности. Ні, можете прокоментувати. Да, значит, есть в Украине такая магистральная труба, которая идет еще со времен Советского Союза и являлась одним из главных каналов поставок дизельного топлива в Европу. Называется она «Самара-Западное направление». В 90-е годы, когда происходила не приватизация, а огосударствление всех вот этих вот магистралей, эта труба каким-то волшебным образом попала в руки Российской Федерации и стала собственностью компании «Транснефть» Российской Федерации. Эта компания поставляла это топливо, по этой трубе топливо и зарабатывала на этом, собственно, деньги. То есть Российская Федерация на территории чужой страны контролировала стратегический нефтепродуктопровод. И вот когда началась Украино-российская война, то и возник вопрос, почему, собственно, эта труба находится в собственности Российской Федерации. Россия очень быстро продала фиктивно эту трубу некой швейцарской компании International Trading Partners, за спиной которой стоит, как говорят народные депутаты и эксперты, стоит непосредственно Виктор Медведчук и его интерес. Вот эта труба является одним из поставщиков нелегального дизеля на украинский рынок. Дело в том, что эта труба практически никуда не ведет. На территории Западной Украины она уже давно превратилась в металлолом. А вот в части входа в Украину со стороны Беларуси эта труба чудесным образом качает в Украину дизель и превращает его в наличные деньги. То есть этот дизель попадает на нелегальные заправки, которые уже попадают в баки наших автомобилей. То есть эту трубу никто не контролирует, объемы топлива, которые по ней прокачиваются, никто не знает. И вот по мнению экспертов, до 40% рынка дизельного топлива сегодня находится в руках Виктора Медведчука. Поэтому это вот проблематика раз, это поставок дизеля в Украину. Проблематика два, это то, что говорил Укргаздобыча, которая имеет возможность, которая добывает газовый конденсат, труба которого проходит по территории Полтавской и Харьковской области. Так вот, в эту трубу на протяжении, она невероятной длины протяженностью делаются постоянно врезки, откуда выкачивается этот газовый конденсат. По сути, это загазированное топливо, то есть это бензин, который, практически бензин, да, если не вдаваться в подробности, который загазирован природным газом. Дельцы, которые воруют этот газовый конденсат, они его разгазируют, добавляют туда некие присадки и реализуют в сети нелегальных АЗФ. Кажется, что это может украсть трубы. На самом деле обеспечение колоссальное. Сотни тысяч тонн ежегодно из этой трубы воруются и потом реализуются на оціночні дані. Полтавской, Харьковской, Киевской области. И это все вот вместе с трубой с Самара-Западное направление, которое контролирует Прикарпат-Запад-Транс, это все дает львиную долю вот этого нелегального рынка топлива. И повторюсь, что главная проблема, что в этой системе нет главного зла. То есть нет какого-то человека, который контролирует в Украине нелегальный рынок топлива. Это в каждом регионе свои правоохранители, в каждой области это свои силовики, каждую заправку контролируют и крышуют конкретные полковники, майоры, конкретные фискалы. И вроде выглядит это все единым большим злым организмом, но на самом деле это вот тысячи мелких жуликов, которые просто создают в Украине проблему, которая дает нам 40% рынка топлива в тени. Дякую, Євгене. Дякую, що долучилися. Колеги, що можете прокоментувати? Тяжело комментировать, конечно. Коллега что-то, может, там не разобрался в теме. Да, будь ласка. По проводу все данные есть официальные, по импорту все известно.
Ну, то есть вопрос в том, что эта труба, она есть, она транзитирует там в Венгрию, даже дизельное топливо. Ничего там не разобрано, она работает, и из Беларуси действительно идет, и через Беларусь Є просто з нею проходит. проблеми, там, про яку говорить Євген? Ну, я о ней не слышал. Отдельные трубопроводы есть? Я об этой проблеме не Если слышал. какие-то потери существуют, они совсем мелкие по сравнению Руслан с объемом говорить, рынка. може прокоментувати, пане Да, Руслане? действительно, есть там такая проблема. Я знаю Нет, от да? журналистов закарпатских, они расследовали этот вопрос. Даже есть вот рішення Верховної Ради щодо ситуації, яка склалась навколо дочірнього підприємства «Прикарпатзахисттранс» Південно-Західного акціонерного товариства трубопровідного транспорту нафтопродуктів від 21 вересня 2017 року. Тут чітко описана схема приватизації. Було порушено питання відносно судей, які виносили відповідні рішення, та перелік організаційних питань, які потрібно А в чому саме активізувати. полягало? Там була досить складна процедура приватизації, як воно переходило від одного власнику. Взагалі там за радянських часів воно було на балансі, здається, Міноборони СССР. На сегодняшний день действительно трубы режут, но идет основная магистраль, с Беларуси выходит, идет на Венгрию, то есть фактически по документам дизель идет там. Но он оседает, часть, как расследовали журналисты, в Новоград-Волынском, а часть в... Сейчас, если... Ну, смотрите, это запись. Если он оседает, это с точки зрения врезок, незаконных врезок, то, что 200 тысяч тонн дизельного топлива импортируется, ну, в среднем, да, по этой трубе, в Новограде-Волынском не оседает, там ежесуточно 100 машин грузится и уезжает. Да. Но там импортный терминал... Тобто є оці факти врізки, а ви якось смотрите, можете їх виявити? факты врезки есть в любые трубы, потому что вот эта вот игра на топливном рынке это всегда казаки-разбойники. Как только ты закрыл одну проблему, наши кулибины начинают что-то новое думать. Там затронули как раз тему Укргаздобычи, действительно есть врезки в конденсатопроводы, но при этом не только в одну трубу. Это врезки в шлейфы, которые идут прямо от скважин, на установках. Не только Укргаздобычи, всех компаний, которые добывают, они борются всегда с вот такими вот ночными разбойниками, да, которые под прикрытием часто органов, причем разных, и которые конкурируют между собой, крышуют. Ви погоджуєтесь з Євгеном, що це не один якийсь механізм, а кожен в своєму і це окремо? Да, то есть кто что, как, кому там поднимает, это тяжелая там система и шахматка. Вопрос в том, что это упрощение сказать, что есть, например, там Прикарпатзапатранс и какая-то труба, там, условно, какой-то добывающая компания, откуда все. Да, на самом деле, когда наша служба безопасности сталкивается с системой, где дронами, системами дистанционного контроля впрыска, для того, чтобы наша, например, система не могла сказать, вот здесь упало давление. Тобто використовують всі новітні досягнення, все очень, всі технологічні, і діджитал, і все. Но когда вы получаете конденсат, потом его перегоняете очень просто, да, без каких-то там серьезных заводов, получаете живой кэш, при этом вы даже его не покупаете у частника, а тупо воруете. Вот вы занимаетесь воровством, получаете сотни тысяч, миллионы долларов в месяц. Поэтому вы можете, во-первых, инвестировать в техническое оснащение, во-вторых, тобто технічне оснащення не щоб забезпечити якісь заходи безпеки, а щоб навпаки інші... вынуждены инвестировать в защиту, да, то есть мобильные патрули, компьютерные системы защиты и контроля давления. Гонка вооружений с усіх сторон. Именно так. Но объемы демонизированы. Да, то есть основной вопрос с точки зрения добычи и воровства, да, это источник. Есть источник, там сказали из России там каких-то контрабандных, но на самом деле основной вопрос все-таки в учете. Да, все сказали, упомянули хорошие примеры борьбы и, в принципе, в соседних странах. Мы не то что забываем, мы просто не умалчиваем, просто в рамках лицензирования контроля складов мы должны понимать, что лицензии и акцизные склады приводят к тому, что любое перемещение литра топлива, даже в бензовозе или в газовозе, да, должно в онлайне контролироваться ДФС. И то есть, когда ты пытаешься налить какую-то машину там на терминале в Новограде и перевести на какую-то нефтебазу через 100 километров, это видно. И если по дороге тебя останавливают и говорят, парень, а где у тебя документ на перемещение подакцизного товара, а его нет,
Все, не нужно уже доказывать, что это дизель, это не дизель. Да, в теории. Да, то есть еще раз повторяюсь, мы пытаемся упростить, дать единую палку, инструмент, да, там, как бы смартфон, дать смартфон фискальным и другим органам, где одна программулина сделать вот такую апку, да, для того, чтобы люди могли очень быстро и эффективно работать. Будут ли? А от ще колега сказав, що обсяги демонізовані. Якраз у Артема хотіла запитати, ви кажете, що можливо помилився, які ж там насправді обсяги, що ви можете додати? Да, вроде бы все объемы, которые идут, вообще импортируются в Украину, они облагаются всеми налогами и продаются официально. У меня, по крайней мере, такая информация есть. Да, если есть какие-то у нас проявления контрабанды на юге, они какие-то капельные и абсолютно несущественные. Когда мы говорим о 40% рынка в тени, мы говорим о обороте топлива, а не только производстве его и контрабанде. То есть это дерево с двумя основными ветками. Скільки в цьому складає контрабанда, а скільки взагалі? Копейки просто. Просто це не порівняно. В рамках статистической погрешности, как говорится. Контрабанда, чуть-чуть больше фальсифицированное производство. Вот, но это черный рынок, да, а мы говорим о рынке сером, который в принципе он есть, он где-то даже оформлен, но он уходит от части налогов. Кто-то больше уходит, когда вообще ничего не платит и что-то ворует, да. Но основная масса, конечно, это продажа без кассы и оборот наличности в целях налоговых скруток. То есть, и поэтому вот эти нелегальные заправки, которые они на виду, это всего лишь одна из рук этой проблемы. Да? А вторая, невидимая, это фиктивный оборот, завышение налогового кредита. Собственно, эти две составляющие, вот они и формируют вот эту проблему. Поэтому лицензирование будет, в принципе, в первую очередь бить и по одной, больше и по розничной проблеме, да, и по обороту тоже. То есть то, что я упомянул, по поводу хранения. По обороту якраз воно буде? На яким чином вплине на це? Вот сегодня есть много у нас заправок. Да? Есть много заправок. Да? Вот мы говорим об одной части. И в принципе, закрыть их есть не меньше оснований. Да? Вот 1000 оснований для закрытия нелегальной заправки есть. Но процесс это очень трудоемкий и громоздкий. То есть вот примерно налоговики, как налоговики смотрели. Да? Пример, я не помню, Белая Церковь. 3 дня они сидели в кустах и считали, сколько машин заправлялось на заправке. Потом делали сверху кассовых чеков, выявили несоответствие там глобальное просто, да, потому что касса есть. Просто через нее проводится вот сколько там, 50 литров в месяц. И оштрафовали их там на 2000 гривен. Да? Порівняно з нелегальним оборотом. Служба охраны труда, да, Держпраці может закрыть, имеет основания. Любой технический надзор, МЧС, пожарная, полиция за нарушение земельного могут закрыть, но это годы судов. Что происходит с лицензией? Лицензия светится в онлайне. Если по этому адресу нет лицензии, нет лицензиата на сайте ДФС, это в принципе, то есть это уже криминал. Торговля лицензионным товаром без лицензии тянет за собой очень серьезную ответственность. Да? И поэтому закрыть такой объект сразу становится либо легче, либо просто штрафы, в том числе, которые будут на месте, просто будут убивать экономику этих нелегалів. А скажіть, а що з цього запрацює уже з 1 липня, а що саме відтермінували? І в мене питання до всіх, чи можна було, як ви вважаєте, ваша думка цікавить, чи можна було це відтерміновувати? Может быть, это заработает лицензирование все, кроме... То есть было 2 компромисса. Первый – это убрали целевое назначение из основных документов при получении лицензии. В Украине есть там кавардак очень серьезный в земельном законодательстве. Далеко не все могут эту лицензию оформить, даже из легальных игроков. Второе – перенос штрафов за нарушение с лицензированием хранения. Это тоже такой был компромисс. Но, скажем так, по большому счету, каких-то весомых оснований для этого переноса не было, поскольку те документы, которых сегодня нет у аграриев, промышленных предприятий, еще бог знает кого, которые, в принципе, лоббировали этот перенос, это документы обязательны. Этот объект не мог появиться без этих документов. То есть у вас есть бочка, но она, давайте называть все своими именами, она нелегальная. Да? 90% аграрий имеют нелегальное хранилище топлив.
Нельзя сказать, вот ты, например, накручиваешь НДС, да, и так далее. Но мы знаем по своим оценкам, по своим наблюдениям и исследованиям, что аграрный бизнес и любые промышленные предприятия, которые оформляют промышленное потребление топлива, его очень трудно проконтролировать, это топливо. То есть сколько спалил трактор в поле? Тонну или 3? Купили 3, спалили тонну, а 2 продали за кэш. И вот отсюда этот кэш, это топливо налічне перемістилось на ту заправку, яку ми вже всі... Дякую, Артема. І коротенько коментарі у всіх, яка ваша думка? Так, пане Сергію. Думка, звичайно, це компроміс. Звичайно, було 7 місяців з грудня минулого року після прийняття закону про те, що потрібно було готувати документи, але, як завжди, перенесли на останні місяці. Але компроміс більш-менш нормальний з точки зору того, що тільки ліцензія на зберігання. І ще раз кажу, як це працює, це коли ти отримуєш як промислова, наприклад, експортоорієнтована компанія, споживаєш фактично 100 тонн диспалива в місяць, а купуєш 5 тисяч документів на 5 тисяч. Тому що дійсно це було все за кеш, продано якійсь заправці. Тобто, на вашу думку, нічого страшного, що відтермінували, чи краще було б все? Це, звичайно, не покращило ситуацію, але, скажімо так, це дало якийсь стимул, і вже ми можемо контролювати. Хлопці, у вас є 6 місяців, 5 місяців плюс, щоб все оформити. Після того, як все оформили, вже 1 січня, будь ласка, розумійте, що 1, 2, 3 гривень можете отримати штрафи. Пане Олеже? Ну да, надо двигаться хотя бы итерациями, тем более как бы основные все вещи заработают. Во-первых, в принципе, вы це приймаєте компромисс? Ну да, потому что, по крайней мере, уже точно появится возможность контролировать бензовозы. Теперь это передвижные акцизные склады. Теперь в любой момент нет возможности перевозить топливо, если оно будет остановлено и нет нужных документов, тоже штраф и как бы все, выход из бизнеса или опять-таки какие-то другие более серьезные последствия. Поэтому, в принципе, это хорошо. Через полгода посмотрим. Просто опять может быть история, что рынок опять будет не готов. Да, вот я хотела, и пан Олександр хотів, будь ласка. Я хотел сказать более глобальное, да, как вообще решить теневое, не только проблему с теневой экономикой, не только в сфере топлива, но и в других сферах. На нашем сайте Ассоциации производителей электротехники есть такой прям раздел «Проект», да. В этот раздел вложены серьезные деньги, несколько институтов работало, основополагающий первый документ, который я предлагаю нашему новому президенту, господину Зеленскому, принять его во внимание, и, в общем-то, и Александру Данилюку, который знает и про нашу и коалицию вот за детинизацию, и про нашу Раду бизнеса, да. На нашем сайте есть такая доктрина экономической безопасности. То есть это 3 института писало, мы объединили различные ассоциации, нефтегазовые ассоциации, в Раде бизнеса, в общем, написали серьезнейший документ, который раскладывает все по полочкам. То есть, как образовалась теневая экономика, какие у нас риски, да, развития этой теневой экономики. Ну, там просто один из примеров, например, да, вот то, что я говорил про СБУ, которая, в общем-то, не должна заниматься экономикой, да. Там создание службы финансовых расследований есть, да, то есть это опять же указано, написано в этой доктрине. То есть это новая структура, которая должна действительно бороться вот с этими так называемыми скрутками. Ведь все знают, что по базе НДС достаточно хорошо можно увидеть, где происходит скрутка. То есть когда скручивают там дизель, я не знаю, с тапочками, ну ведь это вот абсолютно четко, да, налоговые видят, да. Но есть понятие, к сожалению, сегодня в ДФС свой-чужой. То есть своим можно, соответственно, чужим, понятно, они быстро это хлопают. Поэтому нужно создать, причем срочно, да, службу финансовых расследований и не в СБУ ставить задачи там бороться там с контрабандой и так далее, да, а в первую очередь, это создать такую единую структуру. Во-первых, когда все кошмарят бизнес, о какой можно говорить бизнес-климате в нашей стране, да? Когда и МВД занимается, и прокуратура, и ДБР сейчас, и, ну, естественно, СБУ, налоговая милиция, которая ее вроде никак не закроет, да? Которая вроде как не существует, но она по-прежнему работает. Поэтому нужно создать этот действительно единый орган службы финансовых расследований, набрать туда действительно профессионалов, аналитиков на высокие зарплаты, как правильно вот сказал Руслан, да, то есть ну, надо людям уже осознать, и я думаю, что уже и бабушки, и дедушки понимают, особенно на фоне зарплат руководителя «Нафтогаза» или «Укрзалезницы», когда миллионы зарабатывают. Ну почему не может руководитель службы финансовых расследований или новый глава ДФС, как вы говорите, там таможни, налоговой, да, Верланов, не 24 тысячи гривен зарабатывать, а 240 тысяч гривен. Но если он принесет в страну сотни миллиардов гривен, которые страна теряет, да, поэтому вот в этой доктрине в наших проектах написано. Дальше в доктрине идет следующее.
принять новый налоговый кодекс, да, нами разработан, нас 1,5 года писали новый налоговый кодекс, да, который на сегодняшний день мы также проработали с нашими европейцами. Да, там есть тот самый, как раз и Зеленский поддержал, большинство политических сил поддержали налог на выведенный капитал, но действительно есть проблема, да, и Маркарова, сегодня министр финансов, говорит о том, что введя этот налог на выведенный капитал, бюджет теряет по разным оценкам, кто-то говорил 45 миллиардов, сейчас с учетом прошлого года достаточно большое пополнение было за счет этого налога на прибыль, да, там под 100 уже миллиардов называют потери. Вот. С Европейским Союзом мы обговорили, там серьезные компенсаторы. Ну, первый компенсатор – это полный контроль цепочки. То есть, вы знаете, не должно быть возможно продать контрабанду. Когда в прошлом году Гройсман хватал и говорил, давайте мы теперь шашку там, будем махать по этим контрабандистам, и это будет не на день, а навсегда, да, в конечном итоге национальная полиция, давайте расставим их на границе. Я тогда уже говорил, что не надо расставлять национальную полицию, СБУ и так далее на границе. Нужно сделать так, чтобы ее невозможно, экономически невыгодно было продать в стране. В новом налоговом кодексе есть четкое понимание. Упрощенец не может быть оптовиком. То есть покупатели все от магазинов до точек, они должны покупать только у НДС-поставщика и иметь накладные на товар. Где ты приобрел товар у НДС-поставщика. Соответственно, если ты покупаешь у НДС-поставщика, то дальше, если ты только показываешь документ от НДС-поставщика, вся цепочка полностью контролируется. Сколько были уплаты налогов, не было ли контрабанды, как оно было завезено, кем оно было продано. Да? Конечно, если нет скрутки. Если есть скрутка, служба финансовых расследований должна очень мощно с посадками, с телеканалами показывать, кто за ними стоял, и чтобы это было действительно так, чтобы все видели, что этим заниматься очень рискованно. Там, скрутками, вот этими, как я уже говорил, обувь и так далее. Ну и, конечно, присвятимся. Да, и, конечно, да, отдельно, да. И, конечно, и также у нас в проекте также есть еще новый таможенный кодекс. Это европейцы очень поддерживают. Там про экономических операторов. Он полностью адаптирован к европейским, потому что у нас таможенный кодекс, до него уже так нагромоздили, да, то есть, но на самом деле нам нужно принять и новый таможенный кодекс, адаптированный к Европе. То есть вот эти все проекты, причем сами кодексы на нашем сайте есть, таможенный только концепт, налоговый и концепт, и полностью новый налоговый кодекс. Хоть бери сейчас, прямо отдавай его в налоговую, да, есть там и проблематика. То есть, когда ми говоримо о компенсаторах, всегда є непопулярні речі. З якої інституції європейської ви саме консультувалися? Кажете, підтримали Европейский Союз, прям представительство ЕС, Европейского Союза в Украине, мы с ними и сейчас контактируем постоянно. Да, есть такие, как я говорил, непопулярные вещи, компенсаторы, поднятие НДС, как в Польше, до 23%. Многие не поддерживают, я сразу говорю. Но с другой стороны, в Венгрии, где НДС 27%, BMW открывает новый завод, да, потому что важно же совокупность всех налогов смотреть. Если у вас нет налога на прибыль, Олександр, на жаль, у нас вичерпується вже час нашої програми. Таким чином, ми сьогодні з вами обговорили проблеми і тіньового ринку пального. І ми окреслили такі напрямки, якими можна з ними боротися. Перш за все, ми говорили про те, що має бути ліцензування, так? Але крім ліцензування, потрібно ще обов'язково запустити систему контролю, правильно, і обов'язково передбачити відповідальність за нелегальні операції з пальними. Тому що це не лише там призводить до втрат з бюджету, а ми бачили навіть ці кадри на екрані, що це призводить до загибелі людей. І ми також показали дуже цікавий проєкт і цікавий інструмент, і закликаємо глядачів користуватися цим інструментом і допомагати виявляти отакі нелегальні точки продажу пального. Ну что ж, еще можно один вопрос? Маленький комментарий как раз к вопросу вот этих карты, когда было показано нелегальные заправки. Есть еще в этом же налоговом кодексе и очень классный отдельный законопроект. Я обращаюсь уже к нынешнему премьер-министру Гройсману, да, то есть это законопроект о кэшбэке. Кэшбэк – это тот инструмент, который моментально дает возможность всех перевести на выдачу фискальных чеков. Сам покупатель становится налоговиком потенциально. Я заправляю топливом на 2000 гривен топлива, мне дают тот самый, как я говорил, в Черкасах, товарный чек, и я захожу на сайт прямо фискальной службы, то есть я захожу как сам налогоплательщиков через свою карточку налогоплательщика, таким образом я идентифицирую себя, я его сканирую, я показываю, что я получил товарный чек. Да, проверка фискальных чеков есть, но нету мотивации. А так мне государство оштрафует эту точку. Это не обязательно могут быть частные организации, которые могут спокойненько работать с этими QR-кодами и ссылками. То есть QR-кодами
рецепт уже работает. Этот законопроект уже принят, этот закон уже работает, уже... Нет, конечно, я говорю кассовый аппарат и e-рецепт. И электронный чек, соответственно, уже он есть. То есть на сегодняшний момент есть там несколько вариантов, собственно, в том числе и у ДФС разработано электронный чек. Это когда любой кассовый аппарат по API может связаться, соответственно, с налоговой службой, да, и, соответственно, зарегистрирует в обязательном порядке, регистрируются все чеки, которые проходят через кассовый аппарат. И любой покупатель может по этой ссылке зайти и посмотреть, есть ли его чек здесь. То есть мы, по сути, вот ассоциация, даже мы хотим долучиться до этой программы, соответственно, там попробовать с подакцизными товарами, потому что на первом этапе эта работа идет не под акцизными товарами, да, потому что меньше рискоориентированы там такими моментами, а потом уже будет следующее и с подакцизными товарами. Я застою, не работает ни рецепт, ни все 8 остальных, которые прошли конкурс. Почему они не работают? Никто не работает. Фискальный чек пока невозможно выдать ни через смартфон, ни через планшет. Все уперлось в законопроект о кассовых аппаратах. То есть сегодня производители железных кассовых аппаратов четко говорят, что не описана эта технология законом. Это там не сделано технология, это наоборот сделано постановой Кабмина, более того, зашли. Друзі, один коментарій, у нас буквально 50 секунд вже закінчується програма. На жаль, я маю перервати таку емоційну і цікаву дискусію. Дуже дякую, що ви сьогодні були з нами і долучилися. Дякую Олександру Громико за вашу таку енергію і емоції. Дякую Сергію Федоренко, навели факти. Дякуємо Олегу Зубченку за те, що ви розповіли нам про такий цікавий інструмент. Руслану Цільвіку, Владиславу Колодяжному і Артему Куюну. Дякую дуже, що ви знайшли час і сьогодні долучилися до нашої дискусії, розповіли нам про ці всі факти, і ми з вами обговорили можливі шляхи їх подолання. І маємо прощатися. Наступний випуск програми «Бізнес і влада» дивіться на телеканалі вже наступного вівторка о 21:00. Повну версію програми ви можете подивитися на телеканалі YouTube, каналу АТR. І маємо прощатися. Мене звати Наталія Євченко. Побачимося наступного вівторка.